информационная программа «Вести кудым карвилищ тиамкат» студиян Ирина Батуева. Бур рыд джента талуня тема зилищ. Компермятское около министерства он чулал из предпринимателей злан семинар, качем мога накшилиса бизнесен уджал исчез. Международный день земли нема вежалон чулот из краеведческой музей. Эше теван карчервади тысяч оштиса сезон качбура ештис быдмана рассада. Гаинский район Ишсёева поселок оти расположεται на каиннез талня лунке жанны аешца ничойно уна поннезас. Петне пемыткада посадлан улица извыла отер полана. Грозная надпись на заборе остановит случайного прохожего, а для волка не помеха. Да и под удар попал сам охранник дома. Овчарка по кличке Миша. Хищник оторвал цепь и вцепился собаке в шею. Как вспоминает хозяйка, все происходило под покровом ночи. Часа в 4 утра собака пришла к нам под окна. Хотя вот сидит на цепи. Муж вышел, у него вся шея уже была в крови, тротуар уже все в крови было. Ну, судя по следам, он ходил, утром посмотрел, приходил волк, и волк был один. Ну, как бы собака смогла отбиться. Сейчас Мишу поят антибиотиками, и чувствует он себя намного лучше. Нападения волков начались с марта. Дикие звери убили 23 домашних собак, не говоря уже о бездомных. В 7 часу мы встали. Он говорит, сходи посмотри, собака, не слышно собаку. Я выхожу, муха, 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 тишина. За цеп дерг, цеп пустая, мухи нету. Я сразу шла и пошла смотреть. Тут все в крови, все это было. И череп там, не череп, а скелет уже там валялся. Собаку Татьяны Кожелевой утащили вместе с ошейником. Помимо этого, волки сломали еще и забор. В ночное время по улицам ходить становится опасно. Мы только то возмущаемся, что у нас люди ведь ходят в ночные смены, пекарни работают ночные, кочегары есть, и хоть в администрации, хоть в пожарке, в той же люди ночами работают. Надо, когда выйти на улицу, и бывает, что страшно. Даже страшно бывает выйти на улицу. Как вот в пекарню идут, печь пекаря в 4 часа утра. Оторванные лапы, хвосты, кости, кровавые следы люди постоянно находят на центральных улицах. По словам местных жителей, волки бродят по Сёеве чуть ли не каждую ночь. Стая поселилась рядом с поселком. Проблема в том, что люди сами избавиться от хищников не могут. Все дело в том, что поселок находится на территории заказника. Охота здесь запрещена. За это грозит штраф до 200 тысяч рублей. По закону на отстрел смогут пойти только после 15 сентября. Ну, волк, он обычно в темное время суток появляется. И он не выходит на освещенную территорию. То есть можно предложить жителям выйти на сельское поселение. Хотя бы подольше фонари, чтобы горели, а не поселки. Сейчас стали на ночь прятать собак кто-то в доме, кто-то в хлеву. Также оставляют в безопасном месте и домашних животных. Я свою собаку закрываю в сарай, чтобы осталась живая, как бы свой питомец жалко. Ну они в сарай-то не проникнут? В сарай проникнуть, ну как, невозможно, двери закрываются на запоры. Люди начнут выпускать скот, боимся, что эти волки останутся и будут уже, как говорится, кормиться нашей скотиной. Пока надежда одна, что с наступлением тепла волки сами уйдут подальше от поселка и станут охотиться на диких зверей. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Компермятское округ делает черты министерство. Акшилиса округ ищдакарищ предприниматель понда краевой центрищ эксперт чулатис семинар. Быт кодюровня законодательстве занвершемиска наитымаш предприниматели зан учкат пырано лана часто. Имет бы уджин эзаркма проблемес, виль законный силищет Никола ледяны яшнес предпринимателес и закон вежищез. Это же и панташемес бизнесен уджалыщес понда чулетчаны не еча. Очень сильно изменилось законодательство по 44-му федеральному закону, и предпринимателям очень интересно вообще выходить на государственные торги. И вот я об этом буду как раз рассказывать, как изменится система у нас 1 июля, как вообще зайти на государственные торги, как начать участвовать в контрактной системе, работать. Госзакупка и шерты семинар чулачис не медоджаиш. Сещите предприниматели за возможность на закон да кужеман пырт на сие уджа. С одной стороны, для того, чтобы участвовать в электронных торгах, предпринимателю необходимо будет все-таки освоить ряд технических новшеств, скажем так, приобрести квалифицированную
подпись. Для этого изучить законодательство, потому что уже все не так просто, не надо уже будет заполнять все на бумажных носителях. Но я считаю, что все электронные торги в электронной форме, они все-таки гораздо прозрачнее. То есть там уже практически не может быть никакой коррупции. То есть предприниматель все уже четко видеть будет, и все будет в системе вывешено. То есть и контролирующие органы тоже больше на это обращают внимание. Предприниматели с фондом «Адик» семинар луас чулотом май дас шижимот луна. Слантеман луас правовая основа и налогообложение при заключении договоров. Сывала сыджа короны отерес, кадна ожлань зоротаны бы ащинес бизнес. Карлын администрация юрта предпринимателей злан конкурс елиш. Кар администрация экономикалын отдел юрта предпринимателя года анима бытгоча вермащем елиш. Ограничение из абу участвовала заявка вермащетный кариш быт предприниматель и конкурсын вермыны бочны денежный приз. Конкурс в первую очередь направлен на то, чтобы популяризировать вообще роль предпринимательства в обществе, его достижения и, конечно же, нацелен на то, чтобы выявить наиболее успешных предпринимателей, у тех, которых наиболее значимые достижения социальной, финансово-хозяйственной деятельности. Конкурс в этом году проводится по 3 номинациям. Это бизнес-стабильность, предприниматель года в сфере торговли и услуг и предприниматель года в сфере производства. Заявки принимаются до 1 мая текущего года. Если предприятие работает безубыточно, если создаются новые рабочие места, если на предприятии и у индивидуального предпринимателя достойная заработная плата, то есть та, которая на сегодня составляет не менее чем прожиточный минимум по Пермскому краю, вот в первую очередь на эти показатели при отборе мы будем обращать внимание. Для победителей конкурса у нас предусмотрены подарочные сертификаты стоимостью 10 тысяч рублей каждый. Конечно, это будут дипломы и будут цветы. Кудым кариш субботим пермякнима краеведческой музеин чулета на Международный день земли нима экологический праздник. Коми Пермянский краеведческий музей ожлануота гортминам Кудма «Моя родина сосновая земля» нима величан программалан реализация шерты удж. Слан шармок пыдынжа катацетный округищ челядес мамулан варва да слан пиескат. Начинается неделя, посвященная Международному дню Земли. И в ходе недели детям дошкольного и школьного возраста предлагаются экскурсии «Кладовые земли» и «Кто живет под землей». В ходе экскурсии дети познакомятся с полезными ископаемыми, которые добывают в нашем Коми-Пермяцком округе, и также с почвенными животными, которые также обитают на территории нашего края. Сегодня на занятии мы с детьми поговорим, что же такое почва, и вспомним обитателей, которые живут в почве. Эта неделя вылын быдлунта челоктаны челядь. Медуджез лыдын Щервинской школаеш вилачищез. Челядь унамытадыса округищ муэс пычкан аркман богатствез елыш. Кычем полезные ископаемые статан эмыш, а еще сылыш мымаму кола радейтны. Землю нужно беречь, чтобы она была красивой. Я природу берегу, не мусорю и выкидываю мусор в мусорку. Экскурсия по Мунчерила мычалыса мультфильм, когда виштасис сылыш мы быткодь гудгаг ло природа понда полезная. Имеет бы вырва кольчис бычеман радейтны кола не джир джориджез. Мы смотрели мультики и узнали, что червяки бывают разные. Полезные, вредные. А можно их убивать, обижать? Нет. А почему? Потому что если убьешь и обижаешь, ты только так природу портишь. Быдмортла пырколатедны, му миан ытласагорт, кытенкула вичный порядок. Сек гагариш вырва пырлуас бычем да сестем. Челядите бурави жертаны, но мыляка не едша отир, тыртаны йоган да джуганы аз гагариш олан. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кычны да быттыны быдмасыз правильная, кужана опытный огородникез, ожданчай сюжетлан герой сечам месколасиш. Алёша Попович, Иван да Мария, дрова. Это помидор резлан аще манимез. Не еше уна мадик нима сорты. Татьяна Похорокова бытта тавоща сезона.
Каджанка ця оштис январь да сатикат луна. Сек садитис медоджа бдмасез. Если пройтись по дому, то видно, кто в доме хозяин. Рассада, она везде. На полу, на шкафах, на окнах, на столах и всюду, и всюду, и всюду, да. В этом году я, как обычно, акцент делаю на томаты. Более 100 сортов у меня, начиная от балконных до индетерминатных, даже и 2 метра есть, и 3 метра есть, и выше. Новинку, что я в этом году выращиваю, хочу показать, с антоцианом томаты. Они лечебные. Здоров'я бурчетам пондайчам сорти з колекціонери збитта на важенні, каріш олиш пешло первуиш. Инька уна садитис фиолетовой да коричневой томаттез, бычье сердце лишь уна виддез, учат и кучкока помидоррез да перецез, быдаскаджемыс бура петалис и они быд монитория дозоккезен. Особых, конечно, секретов нет. Самое главное, что я люблю заниматься этим делом. Люблю сеять эти семечки, ухаживать за ними. В этом году по всходам я поливала кальциевой селитрой, чтобы не было вершины гнили. Потом еще удобрила фертикой. В теплицу буду высаживать, хочу перед высадкой полить борной кислотой. Опытный садовод-огородник тогда быдмаса лишь настроение, чувствует они ощеламан и дожирает быдарныса откодя. Уна рассада быдма не только кухнян, но и залын. Карчколасын эмаши джориджез, быткоть витамина турун да мадик берща. Томаты горшечные, которые я высадила в январе, вот видите, они уже набрали цвет. И острый перец, он тоже горшечный, тоже начинает набирать бутоны, что даст нам скоро уже плоды. Если приложить руки, ну и голову, скажем так, тогда особо привередливого-то ничего и нет. Татьяна Пахарукова творяча, мой ăны буркат кăджны капуста, садит на огурецез да арбузез. Май месяца инкалышача быцын петкăтны керкун быттам сапарниккеза. Сылан ăныни уна быдмасез дожирачны шон теплицан. Только вичны шоныца от сала не печка. Все, что наросло дома, все, что я распикировала, я выношу в свою теплицу. Размеры 2,70 на 6. Она отапливается у нас инфракрасной лампой. И еще вот такой у нас есть обогреватель. Днем, конечно, здесь и до 40 бывает, что тоже недопустимо, когда солнышко. А так сегодня 18 градусов. Растениям комфортно. Хотя пасмурно, ну, все равно здесь им лучше, чем дома. Привычной быдмасы с коласын кадна Татьяна шуа классика. Кокнита быдмана и редкой сорттез. Сьявилиш садитис метческотеса и ветчища бур урожай. Это сорт черника, который я показывала на фотографии. Он, видите, отличается. Ножка сразу темная. И плоды будут тоже темные. Луан кадататым пондаса быдмана баклажаннез, огурецез да перецез. Кольчамыз мадик парниккезен, быдасса участок вылын куима. Карчервадитиш тореча, что тава кăджемыз тырмас кыч семья понда сиджи мадик кезла. Вузавна рассада инкалышеча сельскохозяйственная ярмарка из вылын. Ирина Батоева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Народный календарь талня лун шум кыч антиплан лун. Боитлысы мы антип вайс пашката уждата вашата, юес ющань весета. Это луныш уджитвающер ты примечайтеся нянилыш ожланша урожай. Ежели антипач вайс эше эзооща, то тулус луаз щор, а гожум умаль каджит. Ежели вайс ощисани ожланша гожум луаз бур. Боитлысы антипа ватак амбарез няньтак. Зераска это луна шаг уна луаз. Кындаска асывшань бурашогмас гашчак. Джориджашека эна луннезе берба, ойшлан луаса шонут луннез. Это было менталом быдас велич панташам ашын асывнас, быдас бурса аджишлтадж.